Главная тема научно-практической конференции – публичная власть, проблемы формирования и функционирования. Ее цель – проанализировать модели публичной власти и, прежде всего, государственной власти и местного самоуправления, фундаменты и формы их организации, роль, эволюцию и состояние в наши дни. По случаю открытия конференции приветственную речь по поручению спикера парламента Абхазии Лаши Ашуба зачитал руководитель аппарата Народного собрания Вадим Бжания. Проведение научно-практической конференции в столь значимые для Абхазии даты говорит не только о тесных научных связях, но и взаимоуважении научных сообществ Абхазии и России. Научная конференция такого уровня проводится во второй раз на территории Республики Абхазия. Это становится уже доброй традицией. Являясь платформой для взаимного обмена научным и практическим опытом, конференция укрепляет дружественные связи, открывает перспективы для дальнейшего научного сотрудничества. С открытием научного форума поздравил и руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в поздравлении президенту Республики Абхазия Аслана Бжания и абхазскому народу, за прошедшие 1,5 десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и в развитии самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажено отношение союзничества и стратегического партнерства. Отрадно отметить, что конференция проходит в Абхазии, и ее организаторами выступают административисты. Люди, профессионально занимающиеся преподаванием и научными исследованиями в области административного права и процесса, практические работники системы государственного управления. Затем слово предоставили президенту Академии наук Абхазии Зурабу Джапуа. Политика ашарта дарабтагила заша дарзе бархоп. Вот шапуги харах конференция лохулача рухшиви лацана абстаза арча зида псухухам азараква ирулача верс рзбет. Ярадуней тагила заша водивги азбата. В конференции принял участие ректор Юго-Осетинского государственного университета профессор Вадим Тедеев, который зачитал указы президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Почетной грамотой за заслуги в области высшего образования, многолетнюю научную и педагогическую деятельность награжден Заур Шалашава. Грамотой также награждена заместитель председателя Конституционного суда Диана Пиля. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Южной Осетии» присвоено президенту АНА профессору Зурабу Джапуа. Затем Вадим Тедеев представил свой доклад о государственности Республики Южная Осетия в контексте геополитических рисков на постсоветском пространстве. Сегодня со стороны Украины и стран НАТО происходит неприкрытое подталкивание Грузии к обострению ситуации на Южном Кавказе для открытия так называемого Второго фронта. При этом необходимо отметить те геополитические направления, которые являются благополучными. Это прежде всего Российская Федерация, которая является самой близкой страной для Южной Осетии и регулярно помогает не только мирному строительству республики, но и оказывает огромную поддержку на международной арене. В рамках конференции были зачитаны доклады о принципах государственной службы, о правовых основах обеспечения эффективности и устойчивости публичной власти, а также о понятии «публичная власть» в публично-правовых науках. Публичная власть признается политико-правовой категорией. И, как верно указывал еще Юрий Маркович Козлов, в подобном смысле власть представляет собой право, способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность и поведение всех подвластных субъектов. В пленарном заседании приняла участие председатель Верховного суда Абхазии Саида Будба. Она подробно рассказала о работе органов исполнительной власти, обеспечивающей деятельность судов республики. Конституционный закон о судебной власти, главный закон, который определяет на сегодняшний день статус органов и деятельность органов судебной власти, определяет, что организационное обеспечение деятельности судов – это в первую очередь финансовое, кадровое, материально-техническое обеспечение судов, всех судов Республики Абхазия. Если в самом общем виде обозначить и проклассифицировать те органы, которые занимаются обеспечением судов, деятельностью судов, это в первую очередь аппараты судов, первая классификация, первый вид органов. Вторая – это органы судейского самоуправления, но они у нас аналогичные, как и в Российской Федерации. И, собственно, те органы, которые не имеют отношения к судебной власти, это органы законодательной и исполнительной власти. На площадке научного мероприятия прошла презентация книги «История государства и право народов Кавказа». В книге изложена краткая история государственно-правового развития Абхазии с древнейших времен до современности. Издание написано под общей редакцией доктора юридических наук профессора Дамира Шапсугова, который лично презентовал книгу. Вот этот учебник –
Это последняя, 4-я книга, таких 4. Вот. И в этой книге речь идет о государстве и праве Абхазии и государстве и праве Черкесии. Вот это в одном издании. Вот. Я хочу сказать, что символично, наверное, очень, что первая презентация этого учебника, вот именно этого учебника, происходит там, где проживает народ, который имел, имеет и будет иметь свой правовой мир. Очень богатый. Это просто, понимаете, мне казалось иногда даже просто преступно, чтобы все человечество не знало о том богатстве правового мира, который создали народы Кавказа. Раздел «Государство и право» написан учеными-историками Абхазии. Совместная работа принесла свои плоды. Мы взялись за это дело, честно говоря, действительно, сначала нам сказали, напишите страниц по 30-40, потом сказали, ну, можно по 60-70, потом сказали, ну, давайте уж до 300-400 доведите, и так далее, и так далее. Так мы ее тихо-тихо раздувая и создавали, и по периодам, вот тут сидит Нала Валерьевна, Касландия, Виктор Владимирович, который занимался только обычным правом, а ведь Аслан Фазлыбович по 20-м, современности и так далее. Организаторы Международной научно-практической конференции Академия наук Абхазии при поддержке президента Аслана Бжания, парламента, Конституционного суда, представительства Россотрудничества в Абхазии. Сария Кварацкеля, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.